Ух, дымина у нас, а? Если бы вы знали, какая дымина за окном. Жуть. Так, как мне тут получше сделать-то? Поставить. Телефон разряженный. Телефон разряженный. Так. Что тут я хотел-то? Пока люди будут собираться. Ну вот еда, вот это вот. Еда. Сегодня поедим с вами еду. Поедим еду. Взял вот еду в магазине. Такую вот. Лапша это, да? Варим. Вот эту варят даже, а эту просто заваривают. Которая в чашке. Чана рамен. Попробуем, как на вкус. Да, даже самолеты у нас не летают. Аэропорт закрыт из-за дыма. Представляете? Столько дыма нанесло. Идешь по улице и вот так вдыхаешь, и просто дышать нечем. Просто дышать нечем. Тяжелая обстановка. Ну, жара, потому что как бы в самом городе-то солнца не видно. Мы тут как бы в дымке такой находимся. А там где-то, там горит лес. Горит лес. Так, что я хотел-то? Что-то я хотел. Ой, спать охота вообще. Почему-то спать охота. Видать, вот этот дым как-то действует на сознание, на, ну, на ощущение нехорошо все-таки. 19 часов сказал. То у нас 19 часов вечера в Якутске. Вот. 19 часов. Да. Так. Что тут пишут-то? Сейчас почитаем с вами. Почитаем наш информационный портал. Ух ты. Лесной пожар находится в 60 километрах от села Маган. То есть это получается село Маган вот в 10 километрах от Якутска. А пожар получается в 60 километрах. Обалдеть. Да, вот люди с лопатами, представляете, тушат. У них вот эти вот противогазы. Ой, боже мой. Вот, смотрите. О, противогазы. И они с этими противогазами. Что-то у меня грязный экран, да? Я протру. Сейчас протру. Ё-моё, все-таки какие-то ощущения нехорошие от этого дыма. Ну, знаете, так голова такая тяжелая. Ну, конечно, надышаться им этим дымом. Если вы, а если вы физически на улице работаете? По-моему, сейчас вот вообще невозможно работать. По мне так. Так, яркость добавить. О. Представляете, вот так вот люди с лопатой бегают
противогазе тушат пожар лесной. Да ну нафиг, это ерунда какая-то. Как вообще можно его затушить таким образом? Да. В 60 километрах от Магана, а Маган-то совсем рядом от Якутска. 16 километров, да? Путь от Магана до пожара непростой. Бездорожье местами приходится возить временные сооружения для передвижения техники. По информации главы города, из-за сильного задымления в Якутске проводится аэрация, процесс полива загруженных улиц. Вот это я шел сегодня, видел. Улицы, короче, поливают водичкой. Водичкой поливают. Водичкой поливают. Да. Так. Походу огонь к Якутску. Всем привет. Походу огонь к Якутску приближается страшно. Приправу пробовал от доширака. Да нет, еще что-то не попробовал. Слушай, она у меня так стоит здесь, ну... Воздухоочиститель. Ну, он, я, короче, посмотрел, он 70 что-то 5 тысяч стоит. 75 тысяч. И куда я его потащу, такую громину? В принципе-то, если бы она была подешевле, значит, куда ее вообще сюда тащить, я не знаю. 75 тысяч, короче, дорогая штука. Ну, у меня есть тут воздухоочиститель небольшой, я потом покажу его, он у меня там работает, стоит. Он воздух через себя прогоняет, его очищает, короче. Но он небольшой, для небольшой комнаты, в принципе. Так. По прогнозам синоптиков, жаркая погода будет держаться до середины следующей недели. Введение в Якутске комендантского часа провергло, то есть нету, да? Ну вот люди спасают вот таким вот образом. Смотрите, вот видно, да? С какой-то штукой он там пытается что-то поливать. Угу. Да, господи. Что, разве это так можно затушить пожар? Ой, бред какой-то. По-моему, тут надо эту самую какую-то мощную технику. Если он верховой уже становится. Ну там, наверное, что-то перекапывают. Что-то перекапывают, наверное, я думаю, так. Чтобы не проходил дальше. Загрязнение воздуха в Якутске 247 раз, смотрите, превысило рекомендуемые параметры ВОЗ. О как. И вот такой вот город у нас сейчас. Сейчас я вам покажу, какой он. Вот такой вот. Видали, да? Дым такой вот. И мы вот в таком дыму находимся, все люди здесь. А сейчас как раз самолеты начинают, люди возвращаются с отпусков. Сегодня какое у нас, 12-е, да? Потихоньку начинают возвращаться уже. Прилетают, аэропорт закрыт. Представляете? В такой дым даже самолеты не садятся. Как сообщается на международной площадке по измерению уровня загрязнения в реальном времени, 12 августа загрязнение воздуха в Якутске достигло 1802 IQI. По нормативам Роспотребнадзора разовая предельная допустимая концентрация ПДК
Ну, короче, дофига тут пишут. Короче, пишут, что ПДК более чем в 15 раз превысила. Во, видал, да? 15 раз. Согласно данным AQIR на момент написания заметки, да что он мне, не хочу его, уровень загрязнения воздуха в 247 раз выше рекомендуемых параметрам ВОЗ, организации Всемирная организация здравоохранения. В 247 раз. Вы представляете, да? Какой у нас трындец. Вот, все ждем, когда ветер подует в какую-то другую сторону. Вот и вместо воздуха купи камеру GoPro и снимай с первого лица и катайся на велике удобно. У меня камера есть вообще-то. А Тима, тебе не кажется, что кто-то ходит по тайге, поджигает лес? Ну просто раньше не было такого, по-любому это кто поджигает. Это как хороший велик. Ты купил эту огромный воздух? Нет, не купил. Куда он? Здоровый, 75 тысяч. Приправу не пробовал. Лежит еще, пока ждет своего часа. Да, вот 60 километров от Магана. Ведь этот огонь. Огонь. Ну, я, в принципе, велосипед можно сесть, да, покататься, но что-то неохота в этот дым никуда выходить вообще. Даже вот сейчас я сижу, и как бы такое ощущение, что-то на сон клонит, на сон. Какая-то такая пасмурная обстановка на улице. Так, ладно, давайте будем к делу приступать. Сейчас мы вот это дело все заварим. Сейчас я поставлю водички, чайник. Капец. У меня же даже кипел. Но нам нужен кипяток, да? Правильно говорю? Слушайте, а эту-то надо варить, тут написано, варить надо. Блин. Так. Так, вот такая. Ее просто, по-моему, да, ее варить не надо. Ее просто берем кипяточком. Откройте крышку, добавьте по вкусу содержимое пакетиков с приправой и овощами, залейте кипятком. До внутренней линии упаковки закройте крышку, подождите 3-4 минуты, хорошо перемешайте. И все, что ли, 86 грамм. Чан рамен с куриным бульоном на основе корейской традиционной пасты чан. Мисо по-корейски. Что за мисо? Доширак 86. Вилка внутри. Ух ты. Это круто. Вот такая вкусняшка у нас будет. И вторая вкусняшка. Чан рамен. Варим. Блэк паста. Черная паста. Один шаг. Лапшу. Варим один шаг. Сливаем воду. Ой. Вы так не удивляйтесь. Короче. Сколько это? Пол-8. Но вот на улице небо не видно. И поэтому в сон клонит вообще конкретно. Добавляем приправу. А сейчас вот дым заснешь, да, и не проснешься, да? Представляете, люди же в дыму погибают. Сколько на пожарах, да? Когда они спят. Даже опасно засыпать-то, ё-моё. Добавляем приправу, перемешиваем, готово. 120 грамм. Ничего себе, это получается больше, да? На 40 граммов почти. С оливковым маслом. Так, как варить-то нам его? Поместите лапшу в 550 миллилитров, 2,5 стакана кипящей воды. Кипящей. То есть мне надо варить ее, да? Добавьте по вкусу содержимое пакетика с овощами. Варите на медленном огне 4-5 минут. Слейте воду, оставьте немного. Так, добавьте с овощами. Надо и овощи, короче, добавить. Нам надо большую под него посудину. Правильно говорю? Правильно. Правильно. Блин, на улице я смотрю, дети там на этих,
на качелях качаются. Вы представляете, да? Дети на качелях. Обалдеть. Так, варить уже надо, да? Значит, надо... Что надо? Тарелку. Такая вот тарелка есть. Металлическая. Так, чай вскипел. Значит, будем последовательно делать. Это мы откладываем пока. Открываем вот эту штуковину. Так, как ее открыть? Как открыть ее? Где тут такая штука, за которую дернешь? Никак не могу, а? Слушайте, она какая крепкая-то, а? Придется брать инструменты. Так. Во. Чан рамен. С куриным бульоном. Открываем. Сильно не надо открывать. О, вилка в комплекте. Это вообще нечто. Так, а там ничего нету больше, да? Ну, смотрите, толстый кусок, да, такой? Так, теперь мы вот это все... Ну, поскольку она куриная, мы все это высыпаем. Куриная, по-моему, горькая, ну, острая не бывает, да? Насколько я знаю. Всыпаем пакетик с приправой, да, вот это всякие соленья тут, вкусняшки, и еще овощи высыпаем с мясом. О, смотрите, какие овощи там. Давайте рассмотрим в деталях. Вот какие овощи: морковь, лук. Вот это что такое большое, длинное, что-то понять не могу. Что же это такое? Ладно, надо читать, видать, упаковку, а упаковку я выкинул. Так, и теперь мы кипятком заливаем. Кипятком или кипятком. Правильно. Кипяток или кипяток. У нас сегодня еды будет. 2 лапши. Вот посюда, по-моему, заливают, да? Я? Так вот. Вот, по-моему, так. И закрываем. Закрываем. Так, как-то вот так вот надо. Еще чем-то придавить. Чем таким придавить. Или так нормально, в принципе. Ну, все нормально, по-моему. Нормально. Так, ставим таймер. 5 минут, да? Ой, 6 минут. Ну ладно, 6 так 6. 6 так 6 минут. Так, дальше эту в сторонку. По-моему, то, что давай картофельное пюре доширак. Да не бойся, я сегодня с утра до 2 часов катался. На велике, что ли? Кошмар какой. Это сколько это самое? Яда ты вдохнул в себя. Так, вот. Пюре нету. Пюре нету. Так, вот это вот. Ее варить надо, короче. Открываем. Да, влияет. Я вот тоже сейчас вот что-то прилег и заснул. И просто вот этот дым, он действует как-то, что спать охота. То есть он усыпляющий дым пожаров. То есть ты как бы заснешь и не проснешься от дыма, да? Также погибают люди. Так, мне надо теперь в пожарах овощи взять. Вот это овощи. Овощи.
Я овощи высыпаю. Тут даже мясо, что ли, есть. Смотрите, какие тут штучки. Что вообще не пойму, что это такое. Мясо. Какие-то кругленькие рулетики. Так, теперь я все это... У нас сегодня сокращенный день из-за дыма. Ну, конечно, тяжело. Я вот это самое... Сейчас походил, пришел и спать меня буквально. Страшновато. Я и вообще читал, что на удаленку людей переводят, но не из-за коронавируса, а из-за вот этой дыма из-за этого. Так, ладненько. Сейчас мне надо его варить. В голове, ну, голова занимается делом, что, не знаю, как относиться, нормально. Что? Сейчас прилетел другой МЧС, глава МЧС даже занялся здесь делами. Так, ладно, я сейчас поставлю кипятиться. Ну, говорят, что надо было раньше это все делать. Ну, конечно, надо было раньше. То есть всем известно, что оптимизация лесного хозяйства, она до добра не доводит, ага, как бы вот показала. Ну, хотя, с другой стороны, сухость определенная. Ну, наверное, я думаю, если бы раньше эти все меры принимали, то, возможно, удалось бы. Но я не специалист, как я могу вам говорить, как бы это все повлияло. Ну, наверное. Так, давайте я поставлю. Мне надо будет варить 5 минут. 5 минут. Наверное, если бы были силы применены лесного хозяйства, там очищали бы все это дело, как раньше. Зачищали. Но это 5 сколько работы-то надо, это сколько денег тратить надо на это. С другой стороны. Никто не ожидал, как всегда, таких проблем у нас. Никто. Так, еще что тут? Как говорится, ну у нас пожары уже не первый год. Не первый год у нас пожары. Уже, наверное, лет 10 пожары. Каждое лето вот, ну, такого никогда не было, конечно, чтобы вот с июня месяца по сейчас какой август, да, середина уже, 12 вот, задымленность была. Ну, раньше была задымленность. Ну, допустим, в июне, там, недельку, пару недель. Но чтобы вот так долго, такого не было, да. Чан рамен, бульон, приправа, вот такая вот мы туда добавим. После того, как 5 минут проварится у нас. Кстати, давайте. Блин, а я этот не поставил. Старт. Ёлки-палки, ладно, пускай. Стоп. Время неправильное у меня время. Сейчас я сброшу. Здесь это все дело. К декабрю с пожарами справятся. Ну, это из серии анекдотов. Ну, как к декабрю? В сентябре, ой, уже в августе должны справиться. Вот. В сентябре-то, наверное, не должно быть пожаров. Хотя я вот посмотрел карту пожаров, да? Карту пожаров. Горит не одна Якутия, вот честно говорю. Не одна Якутия. Горит и в Иркутской области. И, значит, вот западная часть России, я просто покажу вам, где что горит. Довольно много горит все. И поэтому, что дым только от пожаров в Якутии, может быть, это не совсем верно, потому что очень много пожаров сейчас на всей территории России. На всей территории России очень много пожаров. Там за границей тоже горит все.
Турция горит. Еще где-то там южные страны, которые горят, там горит. Так, где это? Сейчас я вам покажу, чтобы я не был голословным. Так, карта. Так, карта. Да что ты сделаешь? Так. Карта пожаров. Чтобы объективная онлайн. Пумс. Включаем. Вот, Scannex. Вот это вот. Сейчас мы посмотрим, где что горит у нас. Что она такая маленькая? Что она такая? Почему маленькая-то? Я ничего не пойму. Или вот есть еще. Сейчас вот эту открою. Ну, короче, есть в интернете карта пожаров. И можно... Так, пока я буду тут мешать, потому что у меня уже закипела лапшичка. 5 минут варить надо. Там я таймер включил. Ага, включил таймер. Вот таймер. Пять минут на Спасской башне. О, видали, да? Что творится? Российская Федерация. О, смотрите, красное все. Якутия вся, что ли, эти острова? Ну, даже где-то на Камчатке пожары есть, да? Вот они. Вот пожары. Вот у нас полыхают. Видно, да? Вот у нас полыхают пожары. То есть вот в центральной части Якутии. Вот. Смотрите, как их много, а? Это просто ужас какой-то. Западная часть Якутии. Вот это вот Иркутская область, да, получается. Здесь какие-то пожары есть. Итак, если мы пройдемся вот сюда вот, на запад, да, Томская область, вот, пожалуйста. В Казахстане есть пожары. Вот тут даже где-то Уйгурский автономный округ. Вот тут смотрите, какие пожары тоже полыхают. Вот Казахстан. И вот здесь вот Россия, где Актюбинская область. Смотрите, Оренбургская область. Вот это все пожары. Все пожары. Челябинск пожары. Нижний Тагил. Вот, Пермь, пожалуйста, пожары. Вот здесь много пожаров. Смотрите, южная часть России. Как у нас называются? Самара, да, смотрите, Самара. Вот смотрите, сколько там пожаров. Так, это уже этот надо снимать. Самара, сейчас я вам покажу и сниму. Саратов, пожалуйста, вам. Волгоград, вот пожары, да? Ну, их, конечно, не так много, да, но все равно, видите, они есть, пожары. И вот здесь, где... и Украина вся горит, смотрите. Вся Украина горит. Ё-моё. Смотрите, а там сколько пожаров, а? Кошмар какой. Крым не горит совсем. Так. Краснодарский край, ну нету пожаров, да, тут только какие-то одиночные очаги. И вот тут, где Астраханская область, здесь много пожаров, большие пожары. Короче, вот Украина, смотрите, карта Украины как раз с пожарами совпадает. Там, видать, тушить нечем тоже. Вот в Болгарии тоже пожары.
Смотрите. Ой, а Италия-то вся горит, смотрите. Италия горит. Вся Италия горит. Ё-моё. Это где вот это? Черногория горит, смотрите. Все горит у нас. Надо центральную часть России. Ну, а что думаете, там лучше, что ли, в центральной части России? Там хорошо, так пословица есть какая. Там хорошо, где нас нету. Пожалуйста, Греция горит. Просто вам показываю, чтобы вы знали, что не только в Якутии пожары. Конечно, лучше, но не знаю. Так. Вот, а Турция где? Вот Армения, смотрите, Азербайджан, пожары в Азербайджане. Астрахань горит, где-то Астрахань, Астраханская горит. А в Турции, кстати, что-то про Турцию говорили, что там пожары. Вот Кувейт горит, смотрите. А где? В Армении пожары, в Азербайджане пожары. А где Турция? Где она горит? Тут нету пожаров. Вот только вот небольшие пожары где-то вот здесь вот. Ну, совсем маленькие они. Вон один пожар какой-то. Так что то, что в Турции там какие-то пожары мощные, брехня. Ну, есть там пожары. Но они не такие, смотрите. Вот здесь-то вообще капец. Пожар, да на пожаре. Ну, вот, видали, да, Пенза. Нижний Новгород, да, вот это что такое, где это? Саров какой-то. Ну, вот там много всего говорит. Так, все, я, короче, снимаю. Так, тарам, пабам, пабам. Так, подставочку надо, да? Нам подставочку, кстати, вот на эту подставочку. Удобно, когда вот подставочки есть, да, вот такие деревянные подставочки. Берешь, ставишь на эту подставочку какую-нибудь горячую тарелку, да, горячую тарелку. Так, а на эту мы что поставим? Вот эту поставим. Сюда поставим вот эту вот. Так, мне надо какую-то тряпку, да? Схватиться. Она вообще развалилась. Капитально развалилась. О, как. Теперь ее пластмассовой вилкой, как ее трогать, она расплавится сейчас. Хотя нет. Так, 5 минут мы поварили, да? Как тут пишется, дальше мы должны сюда добавить приправу. И все. А, сливаем вот это вот. А зачем сливать-то? Я не хочу сливать. Я так буду есть с этой штукой. С бульоном. И вот такая вот черная какая-то штуковина отсюда высыпается. Смотрите. Да, действительно, сегодня какое-то сонное ощущение такое. Видать, надышался. Ездил сегодня в аэропорт. Видели, там видос я снял в аэропорту. Видео. Так, один пакетик и вот оливковое масло. Смотрите, оливковое масло. Ну, фокусируйся ты. Вот оливковое масло. Все. Ух ты, брызнуло оливковое масло. Я не люблю, я люблю вот, чтобы такой бульончик был. Потом его выпиваешь и вообще красота. И вообще красота. Так, где эта вилка была? Куда я вилку делал? Вот она. Перемешиваем. Что за черная штука такая? Я не пойму. Черный. Black паста. Черная паста. Кстати, вилка из какого-то и пластмассы сделана, что она не теряет свои свойства. Вот так вот.
Да, сейчас бы, конечно, куда-то уехать с этого дыма. А куда? Даже самолеты не летают, ё-моё. Сегодня сколько там рейсов отменили. Вот. Поэтому даже не улетишь. На машине ехать. Пожар какой-нибудь попадешь, блин, по дороге. Задохнешься там в дыму. Так, добавляем приправу. Перемешиваем. Готово. Да? Знаете, что-то не хватает еще. Каких-то вкусняшек, мне кажется. Мне кажется, каких-то вкусняшек еще не хватает. Все лето в опу. Ну да, в опу. Еще запрещен же вход в лес. Соевый соус был. А, вот это соевый соус, что ли? Так, что за соус-то? Подождите, я тут читаю, что пишут люди. Пшеничная мука, растительное масло, пищевая добавка, загуститель, крахмал. Так, бульон, приправа, соевая паста, гидролизированный растительный белок, карамельная паста, сахар, вода. Ой, это карамельная паста, наверное. Усилитель вкуса и аромата Е621. Порошок лука. Приправа из сушеных овощей. Соевый текстурат. Текстурат соевый. Это вот такие были кругленькие. Там штучки. Морковь, капуста, лук, камабоко. Продукт рыбный. Или камабоко это был. Оливковое масло. Масло оливковое из выжимок рафинированное с добавлением масла оливкового нерафинированного. Обалдеть. Преимущества вареной лапши. Смотрите, тут написано. Какие преимущества вареной лапши. Сейчас я вам прочитаю. При интенсивном взаимодействии с лапши с воздухом во время помешивания в кипящей воде лапша становится более упругой. О, как упругой. В процессе варки лапша становится мягкой, но не разваливается. Бульон, в котором варится лапша, становится наваристым и аппетитным. О боже, и аппетитным. Ну такого я еще не читал вообще. Конечно. Наваристый аппетит. Соевый соус был. Вопрос, да? Ну, там что-то добавлено. Ага. Пошлите на 202 микрорайон сейчас такую погоду лежать на пляже, играть, купаться. Африку посмотри, конечно, лучше. Мы любим этот город, правильно. Так, надо... Так. Покажи лицо. Ну, зачем вам лицо? Для чего лицо? Это сразу вся интрига пропадет тогда. Как только, честно говоря, нормально отношусь. Так. Да, сокращенный день из-за дыма. Так, ну и что? Ну, мне этого мало. Мне надо мясо еще, честно говоря. Поэтому у меня вот сохранились еще сосисоны. Вот такие вот сосисонки. Сосисоночки. Вот. Сосисоночки. Вот тут их 4 штучки. Я как раз их сейчас поджарю. И будет у меня лапшичка с сосисонами. Все же любят сосисоны, да? Сосисоны. Я люблю сосисоны. Может кто-то не любит сосисоны. Так, давайте 2 штуки. Да? Хватит? Или 3? 3 давайте. 3 штуки. О себе рассказать? Ну, что даже не знаю, что и рассказать. Человек. Вот в Якутске живу, видите, да, вам показываю видозы разные. Видозы, вот. Пожар, дым показываю. Кому интересно, конечно. Что такое? Тут косточка попала какая-то. Вот, что еще рассказать? Ничего обычного, ничего такого особенного нету во мне. Обычный человек. Никакими такими сверхсвойствами я не, чтобы похвастаться, не наделен.
А, биографию, что ли? Ну, биографию. Учился в школе в средней. Я говорю, там ничего интересного. Мне в средней родили, да? Родили. Пошел в ясли. Меня, вернее, не пошел, а как маленьких детей-то до годика, да? Годика. Во сколько меня? В годик потащили уже, да? Раньше, по-моему, мамки с 6 месяцев начинали уже на работу выходить, поэтому в ясли меня сначала потащили, да? Там в яслях я был. Потом в сад меня стали водить, да? В сад водили меня. Потом меня в школу, я в школу пошел, да? В школу пошел. Ну, вот единственное, что как бы могу сказать, что раньше была свобода все-таки, да? А сейчас вот так это надо все поджарить до такого аппетитного вида на сковородке, да? В школу пошел. Раньше было свободнее как-то, да? Ну, хотя сейчас тоже вон дети бесятся на улице. Ну, раньше, вот летом мы вообще домой не заходили, то есть целый день на улице. Мы тусовались там с друзьями, с пацанами. У нас была своя компания, были велики, на которых мы катались куда захотим. На рыбалку, на пляж, куда там еще? В лес там, да, когда ягода была, грибы, да. Все без проблем было раньше летом. Никто, нас родители вообще даже забывали, что мы существуем. Понимаете, не как сейчас там ходят за каждым ребенком, там что-то. Мы были представлены сами себе раньше. И родители про нас просто забывали. Ну, вечером приходили, конечно. Я помню, часов в 10, наверное, только домой приходил. Вот такая вот сковородка есть. Такая вот сковородка. Сейчас мы нальем туда маслица растительного. Ну, какое вот такое вот масло. Не буду я переставлять это, мне лень, блин, потому что это самое, вот все-таки дым этот меня достал уже. Такое вот масло. Не реклама, конечно, обычное масло. И вот мы целое лето так балдели, короче. Ну, учеба была, не было никаких раньше компьютеров. Компьютеров не было. Были только калькуляторы появились. И все. Калькуляторы, вот такие калькуляторы, знаете, да, с кнопочками. Ну и вот. Все приходилось ходить в библиотеку. Ходили мы раньше. Книжки постоянно там брал. В библиотеке книжки, по несколько книжек за раз. Книжки как 4 возьмешь и читаешь их дома. Угу. Да, в Якутске. В Якутске. Так, все в Якутске. И поэтому, ну, ничего такого особенного я рассказать про себя не могу. И потом окончил учебное заведение, получил специальность и пригласили меня на работу в организацию. Не буду я там эти детальки вам рассказывать. Пригласили сразу с учебного заведения, меня пригласили туда. И я стал там работать. Вот и все. Вот и вся история моя. Ничего интересного, говорю, нету. Ну, кому интересно, можете посмотреть канал. Там видео есть, разные видео. Допустим, там уже интереснее. Куда мы, допустим, ездили. Куда ездили. Можете посмотреть там. И причем это видео только вот за последнее как бы время, да. А до этого тоже куда-то все это ездили. И, в общем-то, было интересно. Тоже снимал, но надо эти фото, видео и все обработать еще и выложить еще. Я так и сделаю. Так и сделаю. Ну,
понравился нам Крым, вот теперь мы ездим туда. Как бы, это Крым. И причем за одно наше путешествие мы успеваем побывать сразу в нескольких местах Крыма. То есть чем хорош Крым, тем, что можно ездить. Разъезжать, значит, там с одного места на другое. Недельку, допустим, там пожил, недельку потом там, ну, чтобы не приедалось. Потому что когда живешь в одном месте, там уже неинтересно делается тебе. То есть не только у нас как бы загореть там на солнце, сгореть, цель, да, как бы представлена, а больше у нас туризм такой: походить, посмотреть что-то, какие-то даже музеи там посетить, ну что-то, чтобы интересно было, чтобы интересно. А такой, как тюлень отдых абсолютно не интересен, и это самое, мы так не ездим. То есть у нас весь отпуск везде. Ездить можно разными способами. Можно на поезде ездить, можно ездить на автобусе, можно ездить на чем ездить? На такси можно ездить, да? Ну вот по южному берегу Крыма, как там с одного места в другое место попасть? Там же рельеф сложный. Я в Тюлень поехали в Турцию, я даже не вышел с отеля. Ну вот, личная жизнь. Ну я про нее ничего не буду говорить, она мне не разрешает про ее это самое упоминать, поэтому я не буду. Это все только с ее ведома. Она тоже местная, здесь живет всю жизнь, тоже местная. Поэтому вот таким вот образом. И, ну и это самое. Ничего я там остановился-то? Сбили меня мысли, мои скакуны. Ну и короче, вот как вы по ЮБК будете ездить? Вот, честно говоря, там автобусы, ну, ходят, но там такая дорога ужасная, что, ну как ужасная, дорога нормальная, там просто она рельеф, понимаете, по горам. Вверх-вниз, влево-вправо, вверх-вниз, влево-вправо, вот так вот. И, короче, надо, в общем-то, транспорт мы перемещаемся только на такси. Потом у нас чемоданчики вот эти, а с ними таскаться, допустим, по автобусам очень неудобно. Очень неудобно. Так, я поджарил. Все. Сосисоны. Сейчас я вам их засвечу. Какие они вкусненькие стали. И аппетитненькие. Аппетитненькие и вкусненькие. Ой, блин, я не выключил огонь. Чуть-чуть сегодня поджарил. Можно ездить там, пожалуйста, вон, на электричке запросто. Электричка дешевая там, о какие. Класс, да? У вас слюнки там еще не это. Слюнки еще не потекли? М? Сейчас мы сюда еще добавим кетчупа. Что еще? Майонез можно добавить, да, там можно. Ну, соевый соус не надо, наверное. Тут вот есть в этом. И начнем трапезничать. А можно вообще-то салатик приготовить. Тут у меня помидорчики есть здесь. Помидорки вот такие вот. Вот такие вот помидорки. Можно салатик, конечно. Ну ладно, это вот хватит, я думаю. Сегодня долго не будем. Рыба была бы жареная вместо этих сосисок. Рыба? О, ну вообще, я люблю рыбу, да, конечно, рыбу я люблю. Но с ней больше возни, как в Марокко. В следующий раз, может, рыбку, может, пожарим. В следующий раз. Так, еще берем кетчуп. У меня вот такой вот кетчуп отличный. Ну и вот так вот чик, чик, чик. Супер-пупер получается. Супер-пупер.
дым что-то гуще, что ли, становится. Я вот не пойму. По-моему, или это затемняется уже как бы, что ли. Так, дайте-ка отключу я вот эту вот подзарядку. Вот наша еда. Наивкуснейшая. Смотрите, тут что у нас получилось. Ой, 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 ой. Ну, я сразу, конечно, все это не съем. Я на 2 раза все это разделю. Так что давайте трапезничать. Сейчас новости какие-нибудь почитаем еще. Так, как мне тут лучше поставить, да? Ну, вилку, наверное, я возьму все-таки нормальную. Вот такой лучок еще есть, кстати. Вот такой вот лучок. Вот его можно, да, еще положить, да? Сейчас я его помою. То его с огорода. Он с огорода, поэтому лучок. И вот такая вот, это сельдерей или что такое? Кто знает, что это за трава. Вот такую травку еще можно покушать. Я сейчас тоже сполосну. Ну, вот такие огурчики есть. Тоже это дачные огурчики. Вот такие вот классные. Водочки бы еще 100 грамм. Ну, настойка, кстати, есть. Настойка. Вот такие огурчики. Это свои огурчики. Вот такие вот огурчики. Я сейчас свое как бы покажу. Даже перчики вот такие растут. Смотрите, вот перчики. Перчики тоже все свои. Свои перчики с дачки. Вот такой вот перчик. Ну вот видите, да, он какой. Вкусно выглядит, да? Вот. Но это мы оставим на салатик. Сейчас не будем все это съедать. А, помидорки еще вот могу. Помидорки вот такие вот. Помидорки. Вот, смотрите, помидорки. Вот помидорки тоже свои. Ну, они, видите, еще как бы не крупные такие, но они вкусные. Вот такие свои помидорки, пожалуйста. Так, что там кто напечатал. Сейчас посмотрим. Водочку для аппетита, конечно. На 202 живешь? Нет, сурушка там окунь. Да, окунь. Ну, окунь он такой, он костлявый. Я не знаю. Окунь, конечно, есть. Он, конечно, вкусный, это все окунь, да, вот это вся, вот это ёрш, ага, допустим, тоже вкусные. Но, блин, как-то они все такие какие-то костлявые. Окунь, хотя нормально, да, можно есть. Так, сейчас я сполосну травку. Травку. Вот. И эту тоже. Вот эту вот. Витамины надо есть летом, тем более в это время, когда все натуральное, органик начинает поспевать. Вот я их помыл. Ну что, так, вилку нормально надо взять. Вилку, и сейчас будем с вами дегустировать. Так, начнем вот с этой вот лапши. Чан рамен с бульоном куриным. Вот такой вот 86 грамм. Давайте пробовать. Как-то неудобно, да, все тут. Все неудобно. Видите, вот так я сделаю. Сюда это поставлю. Траву эту сюда положим. Оп. Ну что, за ваше здоровье. Так вот берем ее, наматываем, да? Так тоже делаете, да? Наматываете. Или же ее вот так вот просто берете и вот так вот поднимаете, пока она тянется. И потом в рот, да? Или вот так вот ее берете вилку и наматываете. Блин, она что-то слазит. Неудобно. Вот так вот. Свалилась половина. Ну ладно, пробуем. Ваше здоровье.
Ой, какой вкус, а! Просто непередаваемый. Непередаваемый вкус. Ну, здесь все у нас. И травка, и овощи, и, значит, что-то от курицы есть, видать. Так, давайте еще пробуем. Вы тоже подключайтесь, берите там. Заваривайте такой лучок. Его тоже вкусно. Его даже можно вот так вот помакать в эту. Так вот помакать его в кетчуп. О. Вообще, он острый, слушайте, такой острый. Замечательно. А давайте я его лучше порубаю. Вот эту траву порубаю и накидаю ее в эту. Точно. Наш супчик. Так, берем доску. Ну, где супер ножик был? Супер ножик, вот он. Супер ножик сейчас мы порубаем и его туда опустим. Я люблю, когда вот такими небольшими кусочками все это сделано. Тогда оно вкуснее получается, чем крупные куски, когда вообще невкусно. Мне не нравится. Мне нравится, когда вот помельче порежешь. Вот таким образом. Лучок с дачи, свой, вкусный, ароматный. Как это называется? Есть лук репчатый, да? Вот такими круглыми такими штуковинами, да? А это лук. Даже не знаю, как лук, да? Лук не репчатый, а обычный. Во, так вот мы его изрубили. И сейчас его сюда завалим таким вот образом. Хотя тут есть лук какой-то, да, но он высохший, сухой. А такой вот вообще замечательный. Ну и все это мы дело перемешиваем сейчас. Вот так вот все перемешали. Смотрите, даже интереснее. А, еще забыл я вот эту вот травку. Она тоже полезная. Силы, говорят, добавляет. Здоровье. Как раз только с грядки все это дело. Ой, какой от него аромат-то, слушайте. Вам просто не передать такой аромат. Так, берем, измельчаем. Такая травка, запах такой от него. И сюда все это закидываем. Так вот закидываем все. И перемешиваем. Так, теперь я еще на эту то же самое все сделаю. То же самое все сделаю на эту. Это я убираю. Сколько мы здесь сделали. Теперь я на эту лапшу то же самое сделаю. Лучок. Режем. Главное по пальцу не попасть, да? То, если ножик острый у вас, вы можете все полпальца оттяпать. И все. И сразу на этом все закончится.
Так, стримы все закончатся, сразу закончатся. Вот так вот я еще делаю его, чик-чик-чик-чик-чик, чтобы не разлетался. Так, и сюда его, в эту тарелку. Что маловато будет, или вот этой больше добавить. Как он, базилик, не базилик? Нет. Такой ароматный вообще. Вот их, в принципе, можно на зиму засушить, да? На сушилочке. Ой, какой аромат, а? От него. Вот он, когда свежий, он такой ароматный. Все-таки от сушеных вот этих вот приправ, да, или как это называется, зелени сушеные, от нее совершенно не такие, не такие ощущения, какие-то другие ощущения от сушеного всего. Потому что запахи уходят, а здесь вот ты режешь, и вот этот ароматный запах, он прямо выходит из этого всего. Так, берем все это дело и сюда высыпаем. Сюда вот я высыпаю все. Так, вот тут осталось немного чего. Надо дорезать, да? Ой, какой запах, а? Даже вот эту палочку берешь ее, когда и нюхаешь, она такая ароматная. Обалдеть. Запах, а? Слушайте. Что значит только сорвали? Она продукт, конечно, прямо с грядки, когда вы собираете, он очень вкусный. Он очень и очень вкусный. Никогда он там полежал там неизвестно сколько. Вот только вы его собрали, взяли, принесли, помыли, да? Вообще, это такая вкусняшка. Так, все, берем это дело, все, я, наверное, вот так вот сделаю. Упс. Возьму и все вот сюда вот. Я сейчас тут я накрошил. Так, как свинарка накрошил. И вот это все дело мы сюда его. И перемешиваем. Ух ты, она разбухла-то еще больше. Смотрите, какая стала. Вот это вареная. Обалдеть. Вообще с черным каким-то соусом. Ну все, вот так вот перемешали. И, кстати, здесь веса больше, чем вот в этой вот чашке. Чандрамен. Тут 86, а там 120 грамм. Представляете? Вот, все перемешали мы. Еще хорошо, сюда не надо уже никаких специй, ничего добавлять. Все уже здесь лежит. Ну вот единственное, что травку вот зеленую добавил, да, для аромата и вкусняшки. Так, давайте сосисоны эти. Надо убрать все вот это лишнее, да, что-то я тут накрошил. Ничего страшного, я думаю, ничего страшного. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. А как ее? Так вот, да? Хопана. Так, ну что, будем вот эту вот лапшу пробовать. Смотрите, она какая толстая стала, а? Обалдеть! Вот это лапша! Вот такую лапшу покупайте. Чан рамен для варки. 5 минут варите, и потом черная паста. Так, берем, обматываем. Надо меньше. Так вот. Так, ладно, давайте.
Какой-то вроде бы даже как грибной вкус или что это такое. Вкусный. Как будто бы мне кажется, что грибы здесь какие-то в этой лапше. Маленькими вот такими вот брать ее. Бесподобно. Бесподобно. Она горячая. Я даже, наверное, 2 съем их. Ну чё? А чё? Нельзя, что ли, 2 съесть? Можно и 2 съесть. Так, наматываем. Вот такая вот разваристая, крупненькая лапша. Смотрите, что за паста-то? Блэк паста. Я вот вижу, да, что в ней такого. Давайте прочитаем. Бульон. Так, приправа. А, вот бульон. Соевая паста. Соевая. Гидрогелизированный растительный белок. Соль, растительный жир. Карамельная паста. Сахар, вода. Сахар, соль, кукурузный. Ну вот это, да. Усилитель вкуса, кукурузный крахмал, порошок лука. То есть, в этом что? В сушеных овощах соевый текстурат, морковь, капуста, лук, камамбур. Короче, тут мяса нету. Совсем мяса нету. Вот в этом вот. Кому надо мясо, это не для этого. Вот то, что разварился, вот такой вот здоровый, толстый стал, это вообще замечательно. Как это замечательно. То есть объема сразу много, и ты наедаешься однозначно. Да. Вот сегодня, что, в аэропорту, интересно, самолеты летают, залетали или нет? Хотя у нас задымленность такая ужасная. Не, ну вот так вот, если самолеты летать не будут несколько дней, да? То какие будут бешеные эти люди-то соберутся. Блин, неудобно, нифига. Неудобно. Вилкой вот это есть. Мотаешь, она сматывается. Так, ну давайте теперь сосисоны попробуем. Сосисоны, не помню название, но вот такая вот у них структура. Вот такая вот структура у сосисонов. Выглядят как обычные сосисоны. Сосиски. Там журчит. Что-то пить охота мне. Квас открыть, что ли? Они, вот когда их обжариваешь на сковородке, они получаются вкуснее. У них корочка такая хрустящая. Что-то пить охота. Давайте квас откроем. На улице вообще такая темень стала. Вот такой квас живого брожения, хлебный, натуральный, куча наград. Без консервации. Смотрите, с хлебушка сделаем. Мы его откроем. Какой он крепкий, слушайте. Ё-моё. Надо эту какую-нибудь тряпку, да? Тряпку, и ей проще будет тряпкой открыть. Нифига себе. Блин. Ой. Падает у меня. Да что ты... Нифига. Короче, не откручивается эта пробка.
Сейчас мы так сделаем. Сейчас мы так сделаем. Мы подрежем вот это место ножиком. Ну, где она крепится с этим. И тогда она проще открутится. Это такая тяжелая. Что-то не пойму. В чем дело? В чем дело? Не пойму, я не пойму. Я совсем не пойму. Все равно не откручивается, а? Надо больше подрезать. Да, дыма не меньше. Дыма не меньше. Я просто думаю, вот если долго эти пожары будут, да, и аэропорт не сможет принимать самолеты, что же будет? Что же будет? Сейчас как раз люди возвращаются с отпусков, потому что 1 сентября, уже через пару недель, да, будет. Блин, она не откручивается. Да что ты сделаешь, а? Как так можно, а? Давайте. Я уже ничего сделали-то с пробкой, а? Кошмар какой. Так. Лучше сейчас я обрежу ее здесь, может быть, что-то мешает. Вот так вот. Сейчас я вам покажу, как я сделал. Короче, я вот так вот ее подрезал. Видно, да? Вот. Вот подрезал, видно, да? Вот так вот. Теперь она должна открутиться. А то она держалась за это дело. Квас наш местный стоит что-то 80 рублей, что ли, 1,5 литра. 1,5 литра. О, пошло. Слышите, шипит. Шипит, слышите? Все, нормально. Нормально. Открыл. Пробка. Такая вот. Так. Стакан. Такой стакан. И наливаем квасок. Смотрите, он какой густой. Пенка. Пенка. Видали, да? Пенка. О, вообще замечательно. Квас хлебный, живого брожения. О, такой вот. Натурель. Типа натурель. Мы будем доверять тому, что пишут. Хотел квас. Ладно, за ваше здоровье, квасок вот такой вот шикарный. Ой. Слушайте, он как настоящий, действительно. Как раньше делали квас, вот такой же он по вкусу. Замечательный, хороший квас. И относительно, ну как, недорогой даже. Так, еще лапши берем. Я с вами ем. Ну и сосисончик обязательно. Классика. Не знаю, из чего он сделан, но в принципе вкусный. Сосиски. Я их по какой-то акции брал, кстати, за 69 рублей. Ну, упаковка стандартная сосисок. Сколько там, 400 грамм, что ли?
Или 300. Так, еще одну слопаем в прямом эфире. Ну давай, наматывайся, наматывайся. О, все. Видали? Так вот. Вообще класс, слушайте. Квасок. Слушайте, что-то меня на пот пробило. На пот. Форточка закрыта. Поэтому душновато. А почему форточка закрыта? Потому что там дым на улице. Если откроешь, видите, все выпил. Сейчас замечательный квас. Так, почитаем, что там с новостями у нас. Что с новостями? Аэропорт Якутск приостановил авиарейсы из-за задымленности. Видали, да? Аэропорт Якутск работает в условиях ограниченной видимости. Метеорологическая видимость составляет 150 метров, что не позволяет воздушным судам производить взлет и посадку. Пипец, да? Ну, с таким дымом-то. Хотя, в вроде бы как самолеты же можно, сменяя эти газы, которые в квасе были, выходят сейчас. Представляете? Так. Хотя можно самолеты, в принципе, садить. Там какие-то автопилоты есть у них. Ага, то есть все. Но они не решаются, говорят, сейчас. То есть в таких условиях. А иногда они включают эту систему свою автопосадки, да, автопилота. Но что-то, говорят, не рискуют. Поэтому вот те самолеты, которые сюда подлетали, они просто разворачивались, кружили, разворачивались и обратно улетали. Ну, не обратно, а, допустим, у нас в мирный самолеты улетают, ближайший запасной аэродром. До туда где-то от Якутска около 2 часов лету, может быстрее. Да, вот так вот. Смог не помеха детским играм на улице. Ну да. Ой. Так, какие-то новости все нехорошие. Даже читать их неохота. Первой степени опасности в Якутске синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия. Так, это тоже я читал насчет загрязнения, что в 247 раз превысило. О, даже, смотрите, даже движение паромов между Якутском и Нижним Бестяхом приостановят из-за сильным задымлением на реке. Представляете, да? Вот там вот такой дымина. Якутск, Нижний Бестях. Ну вот у нас почему, значит, хотят моста построить? Потому что проблемы возникают весной, осенью, когда река еще не застыла или еще, значит, лед там не ушел, да? В это время, там месяца 2 где-то или 1,5 месяца, невозможно ездить по реке на машине. А даже кто и там пытается ездить, допустим, река не застыла, они проваливаются просто тупо туда и тонут. Сколько случаев было таких. Укроп. Да, все уже стыло. На острове поле много лука. Ну да, но это в июне надо собирать. Или как? Сейчас-то уже нету. Опять вы едите какую-то жуть, Алена Ленкова. Пойду картоху жарить. Ну а что думаете, картоха, она полезнее, что ли?
Раритетный календарь у тебя стоит перекидной. Вам сколько лет вообще? Сколько? 32 года мне. 32 года, да. Водочку для поднятия аппетита, конечно. А, вот, да, ну я и тут еще заплетаться буду. Вот этот календарь, да, у меня. Я его... Сейчас я немножко на него наведу. Вот он такой вот. Переворачиваешь. Раз. А что он раритетный? С ним ничего не происходит вообще. Им главное гвозди не забивать. И все. Металл прочный. Советское еще производство. Город Харьков. Вот тут мы видим, там, значит, атомная какая-то у них. Сельскохозяйственная и атомная. Да, вот это атом типа кружится. Какие-то в советские времена были сделаны. Что с ним будет? Чего не будет? Тут вот можно день недели вот этим колесиком. День недели. Сегодня какой день у нас? Четверг? Или среда, я уже не помню. Вот так берешь, накручиваешь. А тут месяц еще какой. Все. Так вот. Видны все сообщения. Укроп. Не укроп. Укроп он другой. Вы чё? Все уже остыло. Ну да, остывает, но а что делать? Я же не могу так быстро съесть. Неинтересно будет. Совершенно будет неинтересно. Так, и вот что получается. На переправе скопилась очередь из автомобилей. Видали, да? Да. Кроме того, приостановлены пассажирские перевозки по маршрутам Якутск-Сангара и Якутск-Калёкнинск. Вот как. Движение паромов возобновится в зависимости от улучшения видимости на реке. Да, блин, ё-моё, смотрите, фотки какие ужасные. Вон, задымление какое. Жуткое. Видали, да? Машины стоят, вон, все в дыму. Люди фотографируются переправы. Ну, сколько их там собралось машин-то? Ого, ого-го. Переправа. Берег левый, берег правый. Шлагбаум, пожалуйста, не пускает их. Да, еще бы машины сами плавали, тогда можно было, конечно, без парома. А так у нас моста нету, вот большая проблема. То есть в случае, вот таких случаях, да, задымленности, да, большой или же... Ну, вот задымленность редко, да, у нас, а у нас в основном получается то, что весенний, осенний период, когда река еще не замерзла и не оттаяла, значит, да, лед не ушел, невозможно ездить. То есть люди ездят. Сейчас нашли как способ какой судно на воздушных подушках. Но опять же, пока, когда течение есть, они на нем не ездят. Судно на воздушных подушках очень удобно. Так, ого. СМИ России планируют поднять возраст продажи алкоголя. О, я двумя руками за это. Представляете? То есть не с 18 лет, да? А с 21 года. Минздрав предложил повысить возраст продажи крепкого алкоголя на крепкий алкоголь. То есть это у нас получается, что это спиртные напитки типа водки, коньяка, там, то есть все такого плана. Ну, так а почему пиво не запретили? Тоже надо запретить. То есть, где содержание спирта более 16,5%. Да, что-то они поздно это... Надо было это давным-давно, и причем пиво тоже алкоголь, какая разница? Ты его просто больше пьешь, как бы, да, чем, значит, чем водку, чтобы упасть под стол. Вот этого я не понимаю, короче. Так, давайте вот это с вами поедим. Вот эту лапшичку. Вот она такая вкусная. Вкусняха, вкусняха. Это что такое? Ой, отвалилось кусок.
кусочек отвалился от этого, от подставки. Да, ну мне вот этого хватит поесть. Короче, тут даже вилка идет в комплекте с этим. А это тоньше, смотрите, да? Лапша тоньше она. Вот так вот 2 лапши на вечер заварил, и в принципе ты сытый. Абсолютно сытый. Сыто пьяно. Что-то соседи там наверху. Ну, они вообще громкие. Фу. Чеснок в нос прямо попал. Чеснок в нос. Или перец. Перец, скорее всего. Но вот это, конечно, лапша. Она та вон с соевым соусом. Она какая-то еще с карамелью. Она более такая вкусненькая. Это, ну, это классическая вот это вот. Чан рамен. Классический. Похоже на доширак. Как бы, ну, более твердая лапшичка вот эта, да, и специи здесь больше содержится. Стоит она 40 что-то с чем-то рублей. А вот эта лапша, которая вот эта чан рамен, которая в пачке была, которую надо было варить, она стоит 53 рубля. Нормально. Там еще продается лапша, которая стоит тоже корейская 120 рублей. Я не пойму, куда ее брать. Хотя можно взять, попробовать. Может там какие-то вкусняшки внутри еще добавлены. Я же не знаю, не пробовал. Бесподобно. Бесподобно шито пьяно. С лучком. Вообще класс. Ну, еще бы вот, конечно, укропчика сейчас бы еще сюда покрошить, да? Было бы вообще замечательно. Не нравится мне то, что вот приходится вот так вот ее брать, и вот эти вот, они торчат. Видали, да? Ее приходится в рот. В рот ложить. Бесподобно. Когда голодный, особенно вот такую лапшичку, чан рамен, ее самое то скушать. Ой, что там кто пишет-то? Укроп. Да, укроп. Укропа тут не хватает нам. Так, давайте еще возьмем вторую сосиску. Мы ее так порубим. Знаете, еще хлеба не хватает здесь, да? Ай, тогда еще сытнее будет. Ладно, за ваше здоровье. Сосисончик. Вообще. Так, возраст продажи алкоголя мы поняли. Крепкий алкоголь свыше 16,5 градусов с 21 года. Так. И все, что ли? О, нифига себе! Смотрите. Обалдеть можно. 1048. Блин, уйди ты отсюда. Это автоматическая система. По голосу она ищет. 1048. Вы представляете, вчера было 300, а сейчас уже 1000. Опасный штиль. Ночью 19, утром 18, днем 27. В маске надо ходить. Но противогаз, по-моему, одевать уже надо. И вот этот индекс AQI, показатель качества воздуха, 0,57.
И вот эти вот грани. У нас тысяча. Это же вообще, наверное. О, даже нету опасный. То есть от 300 до 500 опасный. Все подвергаются высокому риску серьезных последствий для здоровья. Необходимо воздержаться от активного на открытом воздухе и оставаться в помещении. Вы представляете, да? А у нас 1000 их. То есть это вообще в 2 раза превышено. Смотрите, 1048. Сверхопасный воздух в Якутске сейчас. Я говорю, что-то клонит на сон. Еще штиль. Вот надо этот очиститель. Говорят, эти надо заделывать окна. Ну, форточки, да? Там двери, чтобы не сифонило, и очищать воздух. А как его очищать? Брать какие-то тряпки мокрые, да, допустим, и мочить их и через них прогонять воздух, и он будет чистить. О как. Допустим, взять простыню, намочить ее, направить на нее вентилятор, и он будет очищать вот этот вот. То есть вы представляете, это 1000, даже нету здесь такого, до 500. То есть мы вообще сейчас находимся в состоянии вообще непонятно чего. Так, и что пишут от дыма? От этого происходит краткосрочные эффекты, раздражение глаза, горла, носа. Вот поэтому я сегодня и ходил, у меня как бы слезоточивость была такая даже. Ну вот, вы когда-нибудь сидели возле костра, допустим, да? Ну и что-нибудь там, может быть, картошку жарили, да, там в углях или что-нибудь. Сидишь когда, если дым этот попадает, нанюхаешься его, то слезоточивость сразу появляется. Нерегулярные сердечные сокращения. Представляете, да? То есть тем, у кого людей наблюдаются сердечные проблемы, такой воздух, он противопоказан. Приступ астмы. Это вот кислородное голодание. Да, ну, с легкими, болезнь легких. Кашель, сжатие грудной клетки и одышка. Долгосрочные эффекты, респираторные заболевания, как бронхит, астма, эмфизема, вот этого дыма, повреждение тканей легких, рак, сердечный приступ, инсульт, преждевременная смерть. Вот так вот. Так что надо сидеть, закупорившись в помещении и чистить воздух каким-то способом. Кстати, я посмотрел, эти все раскуплены, воздухоочистилки. Все раскуплены. Это просто какой-то кошмар. Это просто какой-то кошмар. Пшичка. Приятная, да, на вид? Короче, даже в этой таблице нету этого числа, потому что в 2 раза превышает предельно допустимое значение. Представляете? По загрязненности воздуха. Одуреть можно. Просто одуреть. Еще этот штиль. Вот ветерок бы подул бы. Но с другой стороны, штиль, когда пожары проще тушить. Да, понятное дело, да? То есть ветра нету, и он как бы, огонь стоит. А вот ветер, это большая уже проблема сразу. То есть он может переброситься, пламя. Такое есть понятие, как верховой пожар. Верховой пожар. И когда он происходит, то это очень опасно. Он распространяется с бешеной скоростью. С бешеной скоростью вы просто можете не успеть убежать от этого пламени. И люди
сгорают просто в огне. От верхового огня, от верхового пожара. Да. Надо водой запастись, я думаю. Пауэрбанки зарядить для этих, для гаджетов, для телефонов. Мало ли что, вдруг еще хуже будет. Хотя, конечно, не хотелось бы. Но мы же не знаем. Я вообще не думал, ну, что вот так будет. Август обычно уже месяц более холодный, прохладный. И, у нас, по-моему, в августе раньше пожаров-то и не было. Так, вот такая лапшичка. Непередаваемо. Никто не пишет. Никто ничего не пишет. Укроп. Так что вот надо сегодня как спать-то. Ё-моё. А вдруг дыма еще больше будет. Надо воздухоочиститель, я думаю, поставить рядом с собой. Еще я этот увлажнитель воздуха, он тоже помогает. Я тогда делал. Вы просто берете увлажнитель воздуха, если у вас есть. И вот на это, значит, на этот пар водяной вы направляете струю воздуха. И каким-то образом, короче, рядом, вот когда стоишь, он воздух чище. Кстати, во время пожаров люди, когда пожар, обычно люди задыхаются от дыма. В первую очередь. В первую очередь от дыма, а потом уже, ну, они сознание просто теряют, задыхаются, потому что кислорода нету, невозможно дышать, а потом уже они, естественно, сгорают в огне. Один час 38. Так что стрим, ой, этот самый, как его, дым, это очень и очень опасно для человека. Так, что там еще пишут-то хорошего такого? Триллер «Не дыши» уже в кино. Да уж, юмор. Юмор. Айсен Николаев, глава республики, рекомендовал работодателям Якутска в условиях сильной задымленности сокращать рабочий день. Путин поручил главе МЧС вылететь в Якутию. Ну да, он вылетел. Глава МЧС России Евгений Зинчев прибыл в Якутск. Ну как? Сам Путин его погнал. Вот фотография. Теперь они тут будут тушить пожары. Короче, все вместе. Сверхсилы. Ну, что-то говорят, вот эти вот БТРы, которые пришли, они сразу поломались, 2 БТРа. Потому что техника, говорят... вот новость. Сломалась военная техника, участвующая в тушении лесных пожаров в Намском Улусе. То есть вот эта техника, она сломалась. Съездили на тушение пожаров
Он отмечает, что человек с лопатой бессилен, нужна крупная техника. Ну, конечно, да. Что там, пламя вот это... Что там человек с лопаткой со своей? Это анекдот просто. Как рассказывает, два путепрокладчика БАТ-М сломались в первый же день работы. А, вот это путепрокладчики, видать, которые вот это копают какие-то траншеи, да? Если бы они были в рабочем состоянии, чак там бы, где мы были, могли быстро локализовать. То есть они неисправны еще. Ой-ой-ой. Вот тоска-то, а. То есть техника должна быть, в принципе, готовой быть к таким бедствиям. То есть она не должна быть там какой-то законсервированная, долго-долго стоит, потом взяли ее. А надо ее, чтобы ее регулярно проверяли, там, что-то ремонтировали, меняли, чтобы она постоянно была на ходу. Так, вот тут по половинке осталось, да? Что той, что этой лапши. Наверное, сейчас уже завершу. Ой, упала. Что упало, то пропало. Что-то тяжеловато. Стримить. Надо лишь полежать. Ну, нормально. Это я оставлю потом. Как проголодаюсь. Смотрите, еще сколько еще осталось. Этой лапши осталось. Black pasta называется. И вот это еще сколько. То есть еще хватит перекусить. Довольно нормально. И сосисочка осталась. Вот это еще одна. Так, ее туда положить надо в сторонку. Ну, сейчас мы с вами все это запьем кваском суперовским. Квасок суперовский. Где он? Куда я его поставил? Вот он под столом стоит. Наливаем квасок. Смотрите, как он будет пениться сейчас. Вах, 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 вах. Квас. Видно, да? Хлебный. Живого брожения. Живого, не живого? Как-то живого. Живые бактерии, что ли? А бывают неживые бактерии. Не знаю. Странно как-то. Смотрите, какие пузырьки у него там. Шикарные. Видно, да? Он вкусный. Как раньше делали. Его надо в холодильник поставить. О, так, все. Фух. Ладненько, что, давайте тогда будем наблюдать за обстановкой у нас в Якутске. Надо, чтобы роза ветров в другую сторону подула. Или дождь, или еще что-то. Чтобы вот этот дым ушел от нас. А то ПДК вообще превышает все нормы уже в несколько раз. Загрязненность очень сильная. Ой, ладно, все. Всем пока. Так, еще комментарий. Там кто-нибудь что написал? Не, никто не написал. Все, всем пока. До новых встреч.